Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что решили высшие силы? Что ждет вас буквально с завтрашнего дня? Какие события, встречи, перемены? Что будет происходить? Что будет меняться? Какой станет ваша жизнь буквально с завтрашнего дня? Случайности не случайны. Если вы оказались на этом видео, сюда вас привели ваши ангелы, родные ангелы-хранители, для того, чтобы открыть вам тайны вашего будущего. Угу. Итак, мои дорогие, буквально с завтрашнего дня некий человек опустит свой меч, либо саблю, не знаю, какой-то очень сильно длинный нож, буквально опускает, и в этот момент между вами лед начинает трескаться, запускается переход от гнева, негатива, конфликта в сторону мира, любви, дружбы, понимания. Я не могу сказать, это мужчина либо женщина, но явно были очень обоюдоострые отношения, неприятные, разрушающие отношения, которые, вот как говорят, не на жизнь, а на смерть. Да? Вот такие отношения были. Может быть, это конфликты в семье между мужем и женой. Может, это конфликты между родственниками. Может быть, это какая-то вражда, да, там, между двумя женщинами, между двумя мужчинами. Но явно у человека были очень серьезные, дурные намерения, потому что вот как наготове, да, вот так вот прям держал эту меч, либо как сабля, да, вот так прям держал, готов был сечь, рубить, опустит руки, опустит свой меч, и в этот момент треснет лед. Лед, который вот сковал ваши отношения. Пришло время мириться, договариваться, дружить, любить, быть в согласии. И я так понимаю, что вы уже готовы были это все отпустить, но человек не отпускал. И вы просто уже не боролись, а как оборонялись, да, защищались. Порядком все уже измотались, устали. Но вот я так понимаю, что высшие силы вселят в голову этого человека мысль, что бороться хватит, нужно мириться, нужно жить тихо, мирно, ладно, спокойно. И в этом и есть золото. Да, человек опустит руки, и как бы все, это точка. Это точка в вашем конфликте. Начинается новая эпоха в ваших отношениях. Даже если вы уже не верите, что могут быть после прожитого, да, какие-то отношения, хотя бы какие-то маломальско теплые, будет. Вот поверьте, будет. Вот высшие силы точно удивят. То, что сейчас кажется невозможным, в ближайшем будущем станет вашей реальностью. И если сейчас вы не готовы с этим человеком в одной комнате присутствовать, то в будущем вы прям под ручку будете, либо в обнимку будете. И целоваться будете. Кто-то в щеки, кто-то в губы. Да? Именно так оно и будет. Возможно, вы вместе друг друга учили, да? Вот были друг другу учителями. Возможно, вы, допустим, могли, ну, скажем так, да, из-за особенностей характера конфликтовать, да что угодно могло быть. Могли и мару навести, да, на вас двоих могли навести, и поэтому вы ссорились. Главное, что эти все конфликты уйдут, и ничего больше вас не побеспокоит и не потревожит. Еще показывают некую большую кошку, которая облизывает вам руки. Большая кошка. Может быть, это кошка настоящая, да, крупная кошка. Не котенок, а вот именно крупная взрослая кошка. И эта кошка там ни с того ни с сего, да, проявит к вам некую нежность, да, оближет вам руку. Ну, или понюхает руку, да. Тут показано облизывает, да, может будет нюхать. Может, прибьется к вашему дому, да, уже взрослая кошка. Может, вы найдете взрослую кошку, да, кто-то потерял, либо из дома ушла, там случайно испугалась, забежала, и вы ее найдете. А у кого-то это не конкретно кошка, а женщина, взрослая женщина, которая вас признает, да, она вас признает. Вы для нее как умнее, мудрее, выше, да, вот она вас признает. Лизать руки – это знак признания.
уважения и признания. То есть вы такого не ждете, но это произойдет. Смотрите, если вдруг кошка придет, считайте, что вот кошка пришла, вы там, помогите, да, если чья-то, то разместите объявление. Если эта кошка, слушайте, ко мне жук прилетел, на окно прилетел жук, а жук это у нас что? Женихи, это у нас деньги, это у нас средства. Он к вам прилетел, явно не ко мне. Слушайте, такой крупный. Надо сейчас попробовать его сфотографировать. Если получится, я вам потом прикреплю. Все, получилось. Я вам обязательно прикреплю, посмотрите. Случайности не случайно. Еще раз повторю, да, я такую тему начала, что высшие силы будут делать, что запланировали, как будут менять вашу жизнь. И прилетел такой огромный жук. А я-то на минуточку на 5-м живу. Я не знала, что они так высоко летают. Кстати, иногда бывает, делаю отсыпочку, прилетают божьи коровки. Не только отсыпочки. Вот, это для вас они прилетают. Это проводники. Ну, я уже сказала, да, кому-то деньги, кому-то женихи придут. Ну, либо нужные и важные люди. Как вот эта кошка, например, да. Слушайте, ну здорово. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже, спасибо небеса за вашу благость. Ух, какой, смотрите, вверх ползет. Ой-ой-ой. Серьезный такой товарищ. Ну, потом посмотрите. Либо уже можете посмотреть, да. Скорее всего, я уже прикрепила. Так, дальше идем, мои хорошие. Смотрите, какая звезда красивая. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шестиконечная. А может и не шестиконечная, может пятиконечная, да, но вот здесь как в виде капельки на одном из конусов, да, в виде капельки. Это ваша яркая путеводная звезда. Загорится очень ярко и очень близко к вам она будет. Кто у меня потерялся, кто у меня не знает, куда идти, чем заниматься, что делать, кто не понимает, как выжить, как начать новую жизнь, что меня ждет, что будет. Вот это ваша путеводная звезда. Она будет освещать вам путь, она укажет направление, и она полностью изменит вашу жизнь. Возможно, вы просили, молили, возможно, вы уже ничего не просили, вы просто уже устали от всего этого ужаса, который происходит ежедневно. Но вот звезда вам осветит путь. А у кого-то эта звезда — это про вас. Вы как новая, самая яркая и манкая звезда на небосводе. Возможно, это ваши таланты, ваши способности, либо то дело, которым вы занимаетесь, заблестит, да, засияет на весь мир. И люди узнают о вас, узнают о вашем творчестве, о вашей работе, о ваших способностях. Да, люди потянутся. Вы станете новой звездой. Вот смотрящий меня, вы станете новой звездой. Видите, какая она огромная? Вот она. Не знаю, видно вам, не видно. Я так прям волнуюсь. Видите, вот она, звездочка красивая. Это про вас, это про ваше будущее. Либо про тот самый путь, который вам уготован. Да? Вы пойдете по свету этой звезды и выберетесь из своих сложных обстоятельств, да? Либо трудностей жизни, перипетий жизни. Ну, это точно будет. Просто так такие знаки не приходят. Дальше показывают лошадку и лежащего человека. Вы знаете, лошадка такая, ну, как бы неказистая, не крупная, но человек лежит. То есть, возможно, нет никакой работы. Да? Вот вы мучаетесь, потому что у вас нет работы. Какая-то вот безработица, да, скорее всего. Куда бы вы ни подавались, то занято, то не набирают, то какие-то завышенные требования, то платить не хотят. Да? Вот как-то так мне идет. И эта лошадка к вам подходит, и такая вас с мордой тык-тык, типа вставай, пошли погуляем, пошли покатаемся. Возможно, это какая-то подработка, либо работа, может, не сильно пыльная, но для начала замечательная. Да? У кого-то прям такая играет, что работа найдется. Не вы там бегаете с выпученными глазами, где бы работу найти, а вот найдется, все сойдется. И вы ищете, и вас ищут, да, вот все сошлось. У кого-то еще по этому знаку может отыграться, что некий человек, который либо ленности предается, либо уже не верит ни во что, да, разочарование может быть какое-то, вот тоже как вы не можете найти работу. Вот к нему придет работа, либо к ней придет работа, причем работа очень даже и неплохая.
кататься точно будете. А лошадка, я так понимаю, молоденькая, ну, либо маленькая, да, она же расти еще будет, либо довезет вас до следующей покрупнее лошадки. То есть это очень хороший знак. Так, еще здесь ради вас некий человек как будто бы в кольцо прыгнет, в кольцо. Ну, у кого-то это однозначно предложение руки и сердца, да, колечко вам принесет, решится на то, чтобы сделать вам это предложение, либо ответит согласием на уже вами сделанное предложение. А у кого-то кольцо означает некую жертву, некий жертвенный поступок ради вас. Вот точно не ждете, либо на это вообще уже не рассчитываете, либо уже смирились, там рукой махнули, думаете, будь что будет. А вы знаете, сделает. А таки сделает, а таки будет. Кто вот, допустим, в гражданском браке живет уже много лет, и там все было, да, все было, а свадьбы не было. Официальный брак, да, вот ваш партнер именно будет предлагать вам, не просто предлагать, прям настаивать будет на том, чтобы заключили официальный брак. Вот, так что готовьтесь. Либо на жертву пойдет, ну, либо это точно будет официальный брак, сделает предложение человеку. Дальше показываю двух людей, два человека, мост, и огонь горит. Время встречи приближается. Либо вам по судьбе с кем-то встретиться, познакомиться. И это время, оно уже прям поджимает. Мост, он соединяет людей. Вообще мост, он переход, на самом деле. С кем-то вот судьбоносным, да. Для вас человек судьбоносный, и вы для него, либо для нее судьбоносный. Вот до встречи остались как считанные дни, либо там даже считанные часы. И скоро все произойдет. Огонь разгорится. Опять же, огни, они у нас и любовные огни, да, огни страсти, любви, огни уважения, дружбы, даже как бы по работе, может быть, да, вот такая нужная встреча уже рядом, уже совсем рядом, и ну вот произойдет. Вы друг друга сразу узнаете, даже не узнаете, а скорее почувствуете. Почувствуете что-то знакомое, родное, приятное, милое сердцу. Даже если это будет рабочий какой-то момент. Вот будет ощущение, что я знаю этого человека там ровно 100 лет. Да, вот как-то так мне идет. И даже вам как-то будет очень легко разговаривать, потому что вы одинаково мыслите, одинаково изъясняетесь, одного и того же хотите, под одним и тем же углом видите разные ситуации. Вот понимаете, как все сходится, все сойдется. У кого-то любовное, да, у кого-то, как я уже сказала, там дружеско-творческое, да, рабочее. Ну вот уже совсем рядом. И еще с левой стороны бумеранги летят. Раз, два, три. 3 бумеранга, но посерединке прям самый крупный летит. У него еще какие-то зазубрины есть. Такой прям мощный, страшный. И все они летят в одного человека. А этот один человек какую-то тут защиту выстраивает, но она постоянно ломается, портится. Не знаю, как-то вот, знаете, как сходит, да, сходит с этого человека. То есть я так понимаю, что есть некто, кто конкретно хотел переписать вашу судьбу, либо полностью обрезать вашу судьбу, да? Человек ничем не брезговал. Тут могли быть и сговоры, подкупы, клевета. Здесь могли быть и всякие магические действия, да, ну и человек такой ушлый, да, потому что на себя ставил защиту. Смотрите, защита могла быть энергетическая, и также защита могла быть благодаря каким-то людям, да, вот покровительство. Но оно рушится, да, защита рушится. Это человек беззащитный перед этими 3 бумерангами. Первый ударит больно. Второй просто собьет с ног, а третий добьет, мне идет. Третий просто добьет. Человек не переживет эту встречу с 3 бумерангами. Ну, либо не сможет существовать так же, как существует сейчас. То есть там могут по здоровью ударить, по деньгам, по семье, по личной жизни. То есть, знаете, как с 3 сторон зажмут, и все, и уже не выбраться, мне идет. Но человек сам виноват, сам виноват. В свое время нужно было вести себя по-человечески, а не так.
вседозволенность скружила голову, да, и человек себя почувствовал не знаю, бессмертным, наверное, либо мне все можно, да. А нет, нельзя. Нельзя. Возможно, вы, кстати, что-то предпринимали, а возможно, вы ничего не делали. Ну, вот так небеса решили. Говорят, все, хватит. Хватит. Мы давали шанс одуматься, раскаяться, изменить ситуацию. Человек только лишь наглел. Все, забираем. Либо наказываем. Да, вы, наверное, тоже удивлялись, что есть очень плохие люди, которые живут очень долгую жизнь, там, либо живут припеваючи. А знаете почему? Потому что небеса, они очень добрые на самом-то деле. И таким людям дается вот до последнего шанс, дается возможность на искупление, на то, чтобы раскаяться в своих деяниях. А если человек не только не раскаивается, но и продолжает, усиляется, да, в своем негативе, ну тогда нещадно бьют. Наверное, слышали истории, да, про людей, которые там жили как цари, а потом в один момент лишались всего и сразу. Да, просто вот и нету, да, ничего нету. И даже жизни нету. Это вот про именно эту историю. Именно про это, да. А про людей, которые изначально хорошие, но живут плохо, вы знаете, это карма. Это карма, и у каждого она своя. Мы, к сожалению, лишены памяти. Мы не помним, что мы там подписали перед тем, как прийти на эту землю, на что мы согласились, какие там уроки нужно проходить, либо какие отработки у нас там за прошлые воплощения, мы не помним. Ну и плюс еще и родовая система есть, да, которая очень много в себе может сюрпризов нести. Вот, поэтому все, конечно, в одну миску мешать не стоит, но тем не менее. И на старуху бывает проруха. И вот вам, пожалуйста, будет доказательство. Так, с правой стороны у вас есть ключик. Причем ключик такой прям с вас ростом. Что делать с этим ключиком? Это же дверь какая должна быть огромная, чтобы пользоваться этим ключиком. Но я думаю, что вы поймете, что делать с этим ключом. Благо он в ваши руки точно попадет. Вам этот ключик передаст некто. Да? Вот, может мужчина, может женщина. Ну вот кто-то вам этот ключ дает и говорит: на, держи, это тебе. Пользуйся, да, открывай те двери, либо те замки, которые тебе необходимы. А вы, пожалуйста, поспешите. Как только вы получите ключ, конкретно ключ, да, либо получите какое-то знание, какую-то подсказку, какую-то важную информацию, сразу же нужно этим воспользоваться. Вот прям сразу же. Вы потом поймете, почему. Раз ключ дают, значит, все возможно. Значит, это, как, знаете, как пропуск в новую жизнь, в новые возможности. Конечно, этим нужно пользоваться. У кого-то буквально вот на днях решится жилищный вопрос. Прям решится, да. Либо хороший вариант жилья будет предоставлен, либо там, не знаю, квоты, льготы, купля, продажа. Ну, в принципе, что угодно может быть, да, вот у кого-то с жильем связано, ну, у кого-то со знанием, либо нужной и важной информацией. Вот вам некто передает, не могу сказать кто, но ключ вам будут передавать. Ключ очень большой. Так, дальше идем. Здесь у нас странный знак. Здесь у нас восьмерка в виде двух бубновых мастей, да, вот как одна к другой приклеена. Видите, вот это первая часть, вот это вторая часть. Деньги, бумаги, работа. Ну, скорее всего, будут действительно какие-то перемены на работе. У кого-то однозначно будут перемены, а у кого-то будет событие, связанное с деньгами, заработками, либо с ресурсами. Да? Вот ресурсы могут прийти. Что-то, что не ждете, потому что со спины к вам эта восьмерка подбирается. Очень тихо подбирается со спины. Но с другой стороны, я вижу, что вы человек, который не сидит на попе ровно, что вы очень деятельный, активный человек, вы очень много работаете, вы себя не жалеете. И у вас, кстати, голова очень светлая, высокий интеллект, вы очень образованы. У вас есть какие-то специфические знания, которые в современных реалиях на вес золота. Возможно, вам не повезло, и вы сейчас не в том месте оказались, да, где ваши знания могут быть и востребованы, и щедро оплачены. Но опять же, пути Господни неисповедимы. Раз высшие силы задумали,
да, дать вам такую восьмерку в виде двух этих бубновых мастей. Ну, будь что будет. Я даже, знаете, не хочу долго акцентировать, чтобы случайно не сглазить ваше материальное везение, либо ваш прорыв на работе. А может быть, какое-то супер важное денежное предложение, денежную возможность, да. Вот пусть будет как будет, пусть будет для вас большим сюрпризом, да. Наверное, так поприятнее будет. Даже если я вам сейчас расскажу, вы ведь все равно не поверите. Вы скажете, ну нет, что ты говоришь, такого быть не может, да. Ну, проверьте, лучше проверьте, вот, это будет самый лучший вариант. Так, еще, мои хорошие. Здесь показывают вас и показывают какой-то равнозначный выбор. Но я вижу, что по итогу вы и то получите. То есть выбирать не нужно. Вы получите и то, и то. Как бы, да, два в одном. Или две ситуации. Одну в правую руку, другую в левую руку. Вообще идет такое ощущение, что вы очень долго были лишены возможности не только выбирать, но и что-то иметь. Да? Вот прям лишены такой возможности были. А теперь небеса сказали, ну нет, так неправильно, так не гоже. Да? Возьмем и дадим. И не только выбор, но и возможность взять все и сразу. Вот. Сначала почему-то вам говорят «выбирай», а потом, как только вы начинаете выбирать, вам говорят «ладно, забирай все, что хочешь». Да? Вот все, что нравится, вот все, что есть, то и бери. Вы от такой щедрости немножечко, наверное, в ступор впадете, да, либо вам как-то неудобненько станет. Но на самом деле это ж не бьют, это ж дают, значит, надо брать. Значит, так небеса решили. Некая вот какая-то щедрость мне идет, да, на ровном месте. Никто ничто не предполагал, но именно так и произойдет. А почему? А потому что заслужили. А потому что молодцы. А потому что умнички. А потому что чистые, честные люди. Вот и все. Берите. Берите и никому не отдавайте. Это лично вам. Будете раздавать, разбазаривать, в следующий раз не дадут. Кстати, возможно, вам и не давали, потому что вы очень щедрый человек, и вы все, что имеете, начинаете раздавать. Потому что и того жалко, и этого жалко, и этому надо помочь, и тому надо помочь. Да? Скорее всего, так оно и есть. Вот. Научитесь жить в первую очередь для себя. Дают. Ну, если хотят дать всем, дадут всем. А когда конкретно вам, так это ваше, это для вас в первую очередь, а не для других людей. Так что имейте это в виду и поступайте мудро, либо учитесь поступать мудро. Вы же такой умный человек с таким высоким интеллектом. Вы должны это понять. Вот чем раньше поймете, тем лучше будет для вас. Так, еще с завтрашнего дня, буквально с завтрашнего дня, ваше имя, не знаю, мне идет какой-то документ, там ваше имя, и вот он ляжет на какой-то стол, а стол такой огромный, на нем так много бумажек, и очень занятой человек там за этим столом сидит. Я так понимаю, что ключевым является то, что именно документ с вашим именем ляжет на стол этого человека. То есть для вас это как, не знаю, границу перейти, да? Попасть этому документу на стол, как перейти границу, причем самую сложную в мире. Вот. То есть можно сказать, что на 80% вопрос решился, да? Либо ситуация продвинулась на 80%. Может быть, это какое-то ваше обращение, может быть, это что-то другое. Но вот попадет этот документ в нужное место, в нужные руки, ну и считайте, что вопрос решился. Да? 20% оставляем на занятость человека, пока он дойдет именно до документа, где ваше имя написано. Да? Возможно, там пару дней пройдет, ну, может, неделя пройдет, может, больше чуть-чуть. Но это уже не важно. Да? Главное, что документ попал на нужный стол к нужному человеку. Это очень хороший знак. Он самый здесь неожиданный, но самый перспективный. Самый перспективный. Не знаю, что за документ, но видно очень важный документ. Так, дальше. Завтрашнего дня. Вот кто у меня в апатии находился, либо вот тяжело было там думать, соображать, что-то придумывать, решать. Тут больше, знаете, про ваши ощущения. Может, у вас депрессия была, у кого-то в легкой форме, у кого-то в тяжелой, хронической.
Вот мне идет человек очень яркий, талантливый, но как будто бы померк, да, сияние пропало. Я вот вижу, что к вам это сияние возвращается, то есть прилив жизненных сил, жизненной энергии, просыпаются желания, хотелки просыпаются, творческий этот процесс начинает бурлить, кипеть. Вот что будет происходить. Вас как будто бы, знаете, вот как оживляют, да, либо второе дыхание открывается. То есть буквально у вас с завтрашнего дня уже и не узнать, да, как новый человек, обновленный человек. Будете очень много внимания привлекать. Люди прям будут подходить в наглую и спрашивать: а что с тобой случилось, да? А что ты сделал, что ты сделала, почему ты так выглядишь, да? Либо: а что с тобой происходит, научи, расскажи, я тоже хочу сиять, да? Все будут подходить. И не только там мужчины, но и женщины будут подходить. Родственники будут подходить и думать, что вы что-то скрываете. Ну, конечно, если вы скажете, что высшие силы вернули к жизни, ну, мало кто поверит. Вот, может, кто-то и поверит. Но, тем не менее, я вижу очень хороший прорывной момент. И то, что ваше состояние меняется, и настроение ваше меняется, и вы выглядите уже совершенно по-другому. Это прям очень неплохо. Это очень хорошо на самом деле, да, что вот все так меняется. Так, и в левом углу показывают, что вы с завтрашнего дня перестанете чего-то бояться, опасаться, страшиться. Что-то, что уменьшается на глазах и превращается буквально в какого-то микроба. Да? Вот без микроскопа не рассмотреть. Что это за страх? Ну, это вам известно. Да? У каждого человека есть свои опасения, есть свои страхи. Но что-то, возможно, произойдет, а возможно, вы по-другому посмотрите на свой страх, вы перестаете бояться, вам уже не страшно, и вы думаете: фу, тоже мне, да, напугали. Нет, я не боюсь, мне не страшно и не важно. Даже как-то, знаете, не думаете об этом, не вспоминаете, не смотрите в ту сторону. Какая-то вот как, ну что, легкость, наверное, да, свобода и легкость. Потому что страх, он как-то вас порабощал и как, знаете, сковывал по всему телу, сковывал вас этот страх. Может, вы боялись что-то делать, либо наоборот чего-то не делать, либо с кем-то общаться, либо куда-то ходить, либо чем-то заняться вы боялись, либо был страх за собственную жизнь, да, у кого-то и такое могло быть. Страх — это, конечно, плохо, но в вашем случае вы бояться точно перестанете, да, и, может, не вспомните, а чего я там боялась, вроде ничего не боялась, да, даже и вспоминать не захотите. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.